Ночь на дворе. До рассвета остается где-то часа два. И за эти 2 часа нам надо успеть собраться, вещи в кузов, машину загрузить и подниматься до избушки. Сегодня будем подниматься до первой избушки. Поход, немножко рыбалка и прогулка по тайге. Поедем с собакой. Собаку с собой возьму, Айду. Будем ходить целый день. На один день поднимаемся. Сейчас будем собираться и поедем. Поедем до избушки на УАЗике. В другой технике сейчас на буране не поедешь. УАЗик мой сегодня недавно отремонтировали после ремонта. Не знаю, как себя поведет. Вот и будем испытывать. Ездили в город, ремонтировали. Вкратце, в течение дня вкратце расскажу, что и как было. Вот здесь постелил брезент. Айда, если захочет, в общем, Айду возьму в кабину. В кузове холодно, да и место есть. Сегодня один буду ехать. Главное, чтобы захотела и, ну, в общем, залезла в кабину. Посмотрим. Главное, чтобы... Так. Интересно, там заведется, нет, наша машина. Главное, чтобы завелась. Потом посмотрим, что и как. Вроде завелась. Поедем. Все, собрались. Где-то полчаса времени у нас ушло на сборку. Кое-как уговорил Айду в кабину сесть. Вроде сели, будем подниматься. За полчаса мы управились. Все вещи собрали. Кузов загрузили. Сейчас сидит, ждет, когда поедем. Где-то 1,5 часа остается до рассвета. Сейчас 5:30 ровно. 5:30 и будем подниматься. Дни очень короткие, планов очень много. Не знаю, что успеем, что будем делать. Заранее ничего загадывать не будем. Все по ходу, что у нас получится, вкратце покажем. Да, Айда, поедем? Все, поехали. Немножко уже осталось. Проверяю, вот тут буранится. Бураны уже начали ездить. Снега, конечно, нету. Сантиметров 7, наверное, от силы. И здесь очень вот в этом месте лужа огромная стоит. И, наверное, уже, я думаю, можно проехать. Вот как выглядит. Вон мой БТР стоит. Айда там, наверное, бесится тоже, блин. А там уже, в принципе, все проходимо. Ну, немножко уже осталось. Уже почти доехали. Вот уже не видно, конечно, но вот тут река справа от камеры. Буквально там 30 метров. Все уже во льду. И, ну, просто я смотрю вот эту лужу. И, в принципе, можно уже проехать. Тут следы вездехода. И буду ехать, так у меня эта лужа, ну, в самом середине машины, ну, как поеду я. А там уже нормально. Можно уже ехать. Все замерзло, очень крепко. Такие морозы сильные сейчас были. Снега нету, но морозы, конечно, стояли ого-го, 25 и выше. Так, едем. Айда. Сейчас уже близко. Почти доехали. Уйди. Вон. Вот.
Ну что, Айда, вроде доехали. Вроде доехали на шабане тут. Все, давай вылезай. Вылезай. Вылезай и давай бегай. Будешь бегать целый день. Прогулка. Вот тут. Но сейчас темно еще, в принципе. Вон. Что вверх снимаю, что вниз. Только вот подфарники видны и все. Вот тут бураны ездили, избушки подъезжали тоже. Приехали самое то время. Сейчас печку затопим. Печку затопим. Будет расцветать. Немножко погреем избушку. И начнем все это делать. Может, рыбу будем ловить, может. Но я в основном сегодня буду ходить по лесу. Понаблюдаем, что есть в лесу. Ё-моё, там еще все открыто. Вот сейчас днем я буду вкратце снимать. Я хотел здесь порыбачить, и вода сверху, там все открыто что-то. Я не понял. Лед-то уже встал, хорошо встал, а опасно, я смотрю. Ладно, все. Как расцветет, буду дальше снимать. Придет зима. И каждый раз, когда затапливаю печку, вот именно эту печку, начинаю мечтать. Вот на будущий год здесь обязательно, в этой избушке, сделаю железную печку. Спрашивается, для чего? А эта избушка у меня, в принципе, как бы проходная даже получается. Зимой обычно я здесь не ночую сейчас. Приеду на один день, без ночевки, там, поохотиться или на рыбалку. Сейчас тяги вообще нету. Печка холодная. И, как сказать, пока будешь греть эту печку, полдня пройдет. А я вот сейчас затопил. И, в принципе, скоро уже пойду в тайгу. Печка потухнет. Тухнет и, ну, как сказать, дрова кончатся печка и все. Погаснет печка. Но чуть-чуть, конечно, тепло будет давать. А железная печка, она чем хороша? Вот в таких местах проходных, где вот без ночевки, там, если дрова хорошие, там затопил, и за 15 минут уже избушка уже чувствуется, что печка дает тепло. И можно посидеть там, погреться, по-быстрому посушить белье. Если ты пришел пешком или я сегодня на машине, там все равно буду, конечно, и сырым за целый день, но одним словом, эту избушку надо сделать железную печку. Надеюсь, в будущем году, если не поленюсь, буду варить печку новую, экономку какую-нибудь и делать ремонт. Все равно уже ремонт нужен. Начинает гнить пол в избушке. Дальше что? Вот нижние венцы уже, ну, как плесень. Уже плесень появился, и от этой плесени не избавиться. В общем, такие дела. Вот тебе надо, чтобы сейчас побыстрее расцвело, но нифига. А вот вечер придет и моментально будет темнеть наоборот. Все, печку затопили. Тяга хорошая вообще. Труба. Открыл трубу. Ну, там нифига не видно, как дым идет. Ладно. Сейчас за водой надо сходить. Вот. Небо сейчас снимаю, ничего не видно. Все еще темно. Айда, нельзя. Все. Так. Надо спуститься за водой. Ходим за водой. Посмотрим, насколько
Лед крепкий. Толщину посмотрим. В общем, пойдем за водой. Чуток уже рассвело. Сходил на речку, черпнул ведром воду. Уже сейчас скоро уже закипит чай. Будем пить чай, в общем. И пойдем в тайгу. На улице тоже костер горит. И вот еще было темно. Не смог показать. Там еще непонятно что. Или открыто, или вода. Ну, лед упал где-то полметра, наверное. Сейчас позже я к речке спущусь, там покажу, что к чему. И вот не доходя до середины, я лунку сделал. Там лед, наверное, толщиной вот где-то вот так, наверное, сантиметров 5-6. Лед еще тонкий и опасный, я смотрю. И где течение, там, наверное, лед еще, можно сказать, не встал. Лед упал, и, наверное, как-то все прижало, где-то трещины пошли, и вода поднимается. Может, от этого и там темно. Но это видно, что там вода поднялась. Обычное течение у нас вот здесь в середине реки где-то так идет, а там более-менее еще. Но у меня планы сегодня были там еще порыбачить. Вот на том берегу, там трава, и возле травы там на щуку хочется попробовать что-то порыбачить. Все, утро начинается. Красиво, в общем. Сегодня ветер северный, немножко так. И вчера был ледяной дождь какой-то. Вот смотрите, снега. Сегодня 11-е. И снега вообще нету. Живем на севере. И ледяной дождь вчера был. И на деревьях такой иней получился. Первая зимняя прогулка в этом году. Зима на улице. Ноябрь месяц уже. Лед уже встал. Вон там избушка наша. А чуть ниже там, где 3 пихты стоят. Вот там наша избушка. И тут все уже лед встал. Но вот видите, как черное. Это все таки, наверное, как я понял, вода на лед поднимается. Много следов у лисы. Вот, лисицы тут бегали. И в нескольких местах еще видел. Зайцы там дорогу перебегали. В общем, это уже наша собака. Нет, это вон, старые следы тоже лиса. Их много. Косачей я вижу тоже. Ни черта нету нигде. Обычно в такое время уже, как бы, такое время суток именно. Вот сейчас, наверное, где-то 8 часов, или я не знаю, не посмотрел. Обычно у меня часов нету. Сотовый тоже в избушку оставил. Буду прогуляться. Вышел прогуляться в тайгу. Сейчас зайдем в вот такую тайгу. И просто круг сделаем. Будем смотреть следы. Есть, нет там белки, куницы. Ружье даже сегодня я не взял. Без ружья. Именно вот такой легкий поход. Айда гуляет тоже. Прогулка для нее и для себя. В общем, такая картина. О, райское место. Вот если рыбалкой там тут посидеть. И сегодня ветра нету. Вчера было ветрено и дождь такой моросил ледяной. Вот сейчас иней такой стоит на деревьях. Все замерзло вообще. А сегодня для рыбалки идеальная погода. Вот здесь, если балансиром или блесной, вот этот поворот порыбачить, если осталось что-нибудь за лето, все выловили, может. Но хитрые рыбы все равно
их не поймаешь, они всегда есть. Вот именно на этом месте, где-то 2 года назад, наверное, тоже вот как его, с западной стороны туча шла такая, и гром уже гремел тоже. Летом было дело. Чуть-чуть к осени даже. Наверное, август месяц, я не помню. Но еще тучи с громом были. В общем, туча подходила, уже вечерело там. Ну, чуть-чуть уже сумерки такие были. И вот я тут на этом месте рыбачил спиннингом. Спиннинг кидаю, и блесна, наверное, где-то метров 3 не дошла до берега. Такой удар получил по этому. Ну, вообще, спиннинг, вот блеснул, схватила щука. Щука, и такие рывки, он так интересно было, он так потянет катушку там, этот речкой, этот катушка, тормозок, я не знаю как. Прискакала, прибежала откуда-то. И раза 3 так, наверное. Ну, еще, думаю, 0,3 леска там у меня сейчас щука убежит, ну, уйдет вообще. Нет, нифига. Моя щука оказалась, я такой к берегу, ну, катушкой так намотал и резко так на берег потянул. У меня этот китайская удочка такой, ну, в общем, чуть-чуть я не сломал удочку. Такой гигант, 72 сантиметра, толстый, жирный, блин, всю зиму там он, ой, нет, обманываю, все лето там он жировал, короче, и мне вот попался. И, в общем, вот на этот вечер тогда туча пришла, такая, гром такой, и облачно было, и на следующий день уже все, погода поменялась, холодно стало, дождливая погода, такие дела. Вот так я поймал, вот именно вот с этого места такую щуку. В общем, рыба, ё-моё, буквально 3 минуты немножко поснимал, и батарейка уже, один комплект умер, все. Быстро разряжается, как-то непонятно. Вот. Что я заснял? Вот из дома выехал, где-то кто-то что-то еще чуть-чуть поснимал. Все, один комплект сдох. Блядь, вообще невыгодно, я не понимаю. Наверное, 10 комплектов надо с собой таскать. И на чем я остановился? Ну, в общем, щуку поймали, погода поменялась, холодно, сыро стало. Ну, это на этом, наверное, закончу. Насчет этого поворота идем дальше. И вот косачей, боровой дичи тоже нету. Вот такие места. Вот обычно вот они с утра от почки хавать выходят, а нифига их нету. Идем по такому ельнику. И что мы видим? Да ни хрена мы не видим. Никого, ничего тут нету. Одни старые следы. Зайцы тут пробежали, видимо. Больше ничего. Ни куницы, ни боровой дичи. Где боровая дичь, там и куница, там звери. А птица боровая из этих мест ушла. Если не уйдет, в общем, погибнет у нас тут. Снега вон. Сейчас должен уже полметра снега покров здесь быть, а вон, смотри, вообще нету. 11 ноября. Докатились. Позапрошлом году такая же картина была. В основном снег идет в Питере, в Москве. В новостях смотрел. В наши края, в Коми еще снег не дошел. Может, нет, так и там завалит, и по пояс снег будет. Идем, одни клесты, так-то в принципе нормально ходить. Сейчас и воздух такой. Нормальный поход получится все равно. Тут смотри, какая сосна. Ничего себе, тоже диаметр тут у него. Там
Давно уже тут не ходил. Так вспоминаю, хожу. Красиво, однако, тут. Смотри. А толщина-то какая. Ужас. Вот это толщина. Мощь. Какой мощный. О. Ну, красивое дерево. Если из такого дерева, скажем, избушку построить с таким диаметром, там сколько? 10, обычно 12-13 венцов делаем для нормальной избушки. Ну, 2 метра роста, чтобы человек ходил. Если из таких диаметров, так, 5 венцов, и избушка готова. Отличное дерево. И вот я тоже присматриваюсь. Иду и присматриваюсь. Это собака тут мне пробежала. Присматриваюсь вот на елки. Выбираю елки. Елки для охотничьих лыж. Они нужны, чтобы были эти елки без сучьев. Иногда бывает, что вот сучьев нету, вот смотришь, там сучьев нету, свалил там, начнешь пилить, там вообще плахи делать, готовить, а там внутри там вообще сучья. Это когда молодняк, они сучьями, потом уже, когда дерево вырастает, в общем, крупное будет, там сучья остаются внутри, а снаружи уже высыхает и выпадает, в общем, смотришь, как будто и без сучья дерево стоит, а внутренние сучья, они, конечно, портят все. Весь труд у плотника, кто делает лыжи или еще какие-то, что он может придумать. Я обычно из елки только лыжи делаю. Лыжи можно весло сделать, весло тоже крепкое станет, и легкое, крепкое, так что рекомендую. Так, ну тут особо снимать нечего. Одни елки, тишина. Идем. Такой кружок сделаем, потом чуть выше на дорогу выйдем и по дороге обратно спустимся. Вот так. Первые следы куницы. Небольшая котяра тут бегает, видимо. Не очень крупные следы. Годовалый, наверное, ну, в этом году, наверное, родился. Кошка или кот там бегает. Ну, я и смотрю, Айда вот стала что-то нюхтить там, туда-сюда бегает. Хоть старые следы, но все равно она чувствует. Вот туда, наверное, прискакала вот. И в сторону юга, наверное, куда-то тоже бежит. Да, куница есть. Все равно вот. Нет, да, встретишь следы. Айда нюхает. Вон свежие следы. Следы зайца вон. В эту ночь, наверное, бегали. И она чувствует, что запах уходит. Но вообще всю осень вот мы ходили в лес на боровую дичь. И ни разу не подняла вот зайца. Вот, следы. Ни одного зайца не подняла. Обычно иногда когда ходит лайка, ну бегает тоже попутно. Поднимает зайца, бегает за ними, лает. Вот перед этим, которая собака у меня была, тоже рыжая собака, но и уши у нее тоже сучка была, да, и уши у нее как у гончей было. Она, наверное, была собака смешанка. Я брал у хозяина, кто держит лайку, а щенок с ушами, в общем, похоже на гончего. И вот когда ходили в тайгу, в лес, тоже на боровую дичь, в основном на боровую дичь и охочусь. Из-под ног иногда бывало выскакивал заяц, и вот они бежали. И вот что вот я слышал,
голос у собаки. Вот, ну, она не лаяла, а вот как-то, ну, не могу, вот, ну, как будто вот-вот хочет, уже почти догнала зайца и не может схватить. Вот такое ощущение. И, конечно, они бегали каждый раз. Ну, так и... А, нет, подожди, один раз тоже... Да-да-да, был еще один случай. Тоже в таком состоянии лес был уже, как ноябрь был, и такое же количество снега выпало. Но в этот год, я не знаю почему, этот снег растаял. Растаял, и в ноябре, вот смотрите, какие завалины проходим. И в ноябре я еще поднимался до верхней избушки на лодке. Да, точно вспомнил. И вот когда тоже в тайгу вышли на охоту, идем, и такой визг я услышал. Визг такой. Оказывается, зайцы-то уже в ноябре белые, совсем белые, а снег растаял. Снег растаял, и заяц сидел под елкой, там сосняк был и мелкие елки, вот под елкой она сидела, заяц, или сидел вообще. И собака этот, смешанка полугончая, слышу, между прочим, я лай собаки. И смешанка полугончая моя увидела, видимо, зайца или унюхала, то что-то там, в общем, схватила и убила, зарезала этого зайца. Вот такая добыча у меня была. Большой крупный заяц попался, ну, с помощью собаки. Даже выстрела не сделал. Короче, они там немножко драка у них еще там получился. Заяц не сдавался, но в общем собака убила его. Такая картина. Он Айда тоже нюхает. Но нет, она такая собака, что на зайца не придет. Хоть на боровую, если будет ходить, и то нормально. Вот еще этот завал пойдем, там еще немножко покрутимся, походим. И идти сейчас очень громко. Вот здесь более-менее снег еще рыхлый, а где вот на полянах возле речки, на лугах, там чуть-чуть наст появился. Вчера вот дождь такой был небольшой. И такой шорох, идешь в лесу. Ну, в принципе, сейчас все лужи вон. Вот здесь лужа. Все лужи замерзли. И вот в таких буроломах, где вот осенью, блин, непроходимо, вот проваливаешься в эти ямы, сейчас можно ходить. Даже я скажу, нормально. А тут что за... А, где это моя собака тоже ходила. Я думал, куница, лиса. Нет, собака. И какая-то техника. Я слышу какую-то технику. Какая-то техника поднимается. Непонятно какая. Сейчас на дорогу обратно, когда выйдем, посмотрим. Если выше поднимется. Вот такая картина. Ну, в общем, сейчас вообще ветер стих. И прекрасно, не жарко ходить. Сейчас, наверное, минус 10 градусов. Но даже лицо не мерзнет. Удобно, приятно ходить. Я вам скажу. Вон там лужа. Берлога какая-то. Лужа. И все замерзло. Наверное, до дна. Все замерзло. Нет, вот здесь вот если осенью, то, блин, непроходимо. Везде проваливаешь. А сейчас вон по льду идешь. Еще коньки одеть и можешь кататься. Приятно ходить. Вот сейчас на сухое место вышли. И вообще здорово. Вот я как в каком состоянии. Ничего нету. Патронов, ружья, ничего, топора. Иду налегке. Так приятно ходить. Идешь, груза нету за спиной. А осенью, блин, север, там оружие, он 3,5 почти, да, где-то с оптикой 3,5 килограмма. Рюкзак.
обычно, ну, когда иногда бывает мало, с собой таскаю, ну, на один поход без ночевки, там много и не надо ничего брать. А если что-нибудь удастся добыть, там килограмм 7, и вот целый день таскаешь килограмм 10. Ну, в общем, килограмм 10 за спиной всегда есть груза. И за 10 дней вот ходишь в лесу, килограмм 10 с собой таскаешь, и сразу, как если у тебя есть лишний вес, сразу исчезнет. Быстро все. Вес сразу, в общем, скидываешь. И не надо никакой диеты. Я уже повторяюсь, в некоторых видео даже бывает рассказываю про это, что надо побольше ходить по лесу, в общем. Если, конечно, будешь ты идти по обычной почве, там, по лугам и небольшое количество, ну, в общем, налегке, там, это бесполезно. А вот именно надо выбирать трудный путь. Вот по таким буроломам, скажем, или по песку, там, если возле реки, там, ну, и вот, скажем, часов 8-9, вот, ходишь непрерывно, небольшой тормозок берешь, там, скажем, чай и хлеб. Все, больше ничего не надо. И не надо никаких денег, траты денег на какие-то лекарства или еще какие-то. Ни на что не надо тратиться. Это деньги на ветер вообще. Просто надо ходить в походы, скажем, ниже колена снег выпадет, без лыж еще ходить. Или когда уже снег, нормально снег выпадет, там можно ходить на лыжах. Рюкзак взял и целый день прошел. Там потеешь, все, жир тает моментально. В общем, ходите в походы. Рекомендую. Так, ладно, мы дальше пойдем. Вот опять буреломы такие. Ельник. Встретились следы белки. Белка-одиночка вот от этого дерева. Спустилась, наверное, с этого дерева и ушла от этого дерева вообще куда-то. А мы уже, наверное, почти рядом где-то. Да. Вот вовремя я как-то включил. У меня такая роща. Еле вышли из этого леса. Вообще там без компаса непроходимая, оказывается, была. И сейчас уже на дорогу вышли и будем спускаться обратно по этой дороге. Летом не раз здесь ходили уже. Не один раз ходили по этой дороге на рыбалку, на охоту. В общем, все, мы уже почти рядом. Круг такой, часа два, наверное, тут ходили. Там непроходимо, но вот земля сейчас мерзла и нормально еще ходить. А тут уже буранницы, пешком, кто-то на буранах. Снега 3 сантиметра, а уже ездят. Ну что, да, пошли. Пойдем обратно. Вон такой шорох. Ни одной боровой дичи не видели. Рябчиков никого. И смело я могу сказать, что дичь ушла. И это к лучшему. Смотрите, сколько снега. Вон, 3 сантиметра снега. И такие морозы сейчас были. 25 градусов. В некоторых местах даже до 30 доходило. И без снега боровая дичь погибнет. Они ночью замерзнут, просто замерзнут. Природа как-то, они на ночь заходят в лес, в лунки, и всю ночь
всю ночь снегу они ночуют. А у нас снега нету. Вот и дичь боровая ушла. Осенью было вот в этих местах, где я ходил, осенью стрелял, даже видео, вот первые видео в этом году, которые охота на рябчика была. Вот именно вот с этих мест и начинал там на охоту, поднимался до Сувьюдора, там 30 километров круг сделал. А сейчас вот ни одного. Ну вот осень, как в конце октября, я уже, мне уже, в принципе, я когда уже возвратился с верхней избушки, я больше никуда не ходил. Просто мне чуть-чуть поднадоело. Дичь я добыл сколько надо, мне хватает. И вот некоторые охотники еще, с ночевкой, без ночевки ходят, бродят в общем. И они рассказывали, что частенько вот видят рябчиков по 30 штук. Стая вот по 30 штук и больше даже. Ну вот, говорит, выстрелишь или начнешь подходить и улетают далеко. Ну, никуда не сядут, поднялись и полетели. Значит, это дичь, которая уходит с наших лесов или наоборот, когда вот приходят. Также видели по десяткам штук глухарей. Тоже рассказывали. Но это уже далеко у нас. От нас где-то от деревни 100 километров охотники еще там охотятся, ездят вверх. Самые верховья уже там. Ну, в общем, далеко. Некоторые там на лодке поднимаются 100 километров и даже десятки километров рюкзаки таскают на себе. Трудная охота. В общем, нелегкая работа охотиться. А здесь кругом, я сейчас первой избушкой, везде вот следы людей. Людей много ходит от деревни. Ну, недалеко, вот здесь 15 километров. Нормально. Все ищут, добывают. Охота открыта, все открыто. Сейчас, конечно, бесполезно ходить. Именно вот только походы, прогулки. Пока снега мало. А снег выпадет там по колено, там вообще. И пока не уплотнится снег, ходить вообще тяжело. Тут тоже озеро. Все уже. Здесь, конечно, криминально уже лед стал. Там можно и рыбачить. Знаете, вот. Здесь выше и следы улетели. Там когда поднимал... подожди. Вот это следы рябчика. Да. Это следы рябчика. Рябчик перешел дорогу. С утра вот когда поднимался, ну вот же, да, следы. Это следы рябчика. Угу. Ходит, одиночка так кругой. Ну, он много ходит, и когда поднимались на машине, пара ехал, там видно следы. В нескольких местах видел вот эти. Ой, бля. Зайцы дорогу переходили, и лисы, и даже в 2 местах, наверное, видел следы рябчиков. Но некоторые остаются, там самые крепкие, битые, там. Есть ведь и народ такой, что в зиму не мерзнут, купаются в проруби. Также, наверное, и боровые дичи. Но основная ушла, основная дичь. Ну и это может к лучшему. Пусть лучше уходят, а весной обратно возвращаются. И осенью хорошая, в общем, летом, чтобы хорошая погода была, и осенью, как в этом году, была дичь. Так, ну тут пару километров, километр 1,5, или может меньше даже. Все
уже недалеко избушка. Вот опять белка туда ушла. Ну что-то Айда не очень реагирует на этих зверюшек. Тут ходила тоже белка. Поворот речки. Рыбаков никого не было. Также там вода, наверное, на лед поднимается. И вот здесь, на том берегу, вот на повороте, весной приезжали, выше буран оставляли, и вот на повороте, на той берегу, в той стороне от берега, ну, в общем, на той стороне рыбачили с Никитой. Но что-то нам тоже тот день не повезло, вообще клева не было. Хотя прекрасные места, здесь глубина отличная вообще. Я здесь донки тоже закидывал. И один раз поводок, там карабинчик, рыба вообще согнула, открыла, какая-то щука или может семга тоже, ну осень была, поднималась, может семга. Но сразу видно, что рыба не маленькая была, крупная. В середине реки там с поплавком я донку оставлял, а смотрим, донка возле берега. Начали поднимать, а там пустота и какие-то белые птицы. И согнутый карабинчик. Косачей нету за целый день вот. Ну, с утра вот возле речки. Смотри, не боятся они. Какие-то птицы. С утра возле речки поднимались, там потом в тайгу зашли. И сейчас вот вышли вот самые. Но все равно сейчас были года, когда вот, ну, ранней зимой, только вот когда зима начинается, косачи обычно, ну, они на деревьях дольше сидят, чем в глубокую зиму. И к весне уже тоже по 2 раза выходят. Выйдут с утра, покушают там, может куда-то исчезнут на несколько часов на лунке или еще где-то в тайге бродят. А через пару часов, ну, к вечеру уже опять по-новому вот на деревьях там почки едят, короче. А сейчас нету. Уже не помню, сколько лет уже косачей таких партий вообще нету. По несколько штук, и то они выходят. Не остаются. Все, наверное, в Канаду куда-то улетают. Смотришь там в Канаде видео, стреляют, вроде боровая дичь, и всю зиму есть у них. У нас нету. Куда-то вот села птица белая какая-то. Или улетели уже. Вроде здесь они еще были. Нет, улетели. Видно, как лед как упал, вода упала, и лед там висит вообще. Ну, надо осторожным быть. Все равно первый лед. Ладно, сейчас к избушке пойдем, потом попробуем, может, порыбачить. А в первую очередь нам надо еще найти дерево, хорошую березу. Я хочу топорище сделать, и надо выбрать тоже вот материал, березу. Крупную, конечно, какую-нибудь прямую, прямослойную, то есть все кривые какие-то у нас. Кривые, с сучьями такой не надо. Нам нужен прямослойный, крупная береза. Я на избушке. Избушка теплая. Кирпич, конечно, сейчас пока еще холодный. Вот сверху только вот верхние венцы. Здесь тепло, а там еще дубак. Полностью печка не согрелась, не нагрелась, то есть. И что? А в общем уже температура плюсовая в избушке.
даже плюс 5 может, или сколько, точно не могу сказать. Дошли, сейчас будем обедать. Время. Где у меня телефон-то вообще? А, вот он. Время 11 часов. Не видно. О, 11:06. Как-то так вот. 11:06. Нормально вот. Сколько? С 8 часов где-то вот. 3 часа. 3 часа больше. Больше ходили. Сейчас будем обедать. По-скромному у меня все. С утра вот там я заваривал бич-пакет с яйцами. Обычно я делаю. Сейчас уже я раньше, наверное, говорил, что я подсел на бич-пакет. Но не советую, конечно, это обман. Обман желудка, только желудок обманываешь, что как будто еда, а вообще вот, сколько 3 часа ходил, и аппетит сейчас у меня такой проявился, вообще ужас. А тут у меня вот порция хорошая, отличный обед. Котлеты там 3 штуки и картошка жареная. Вот эту еду сейчас буду есть. Котлеты. Вот это уже нормально. Конечно, котлеты тоже покупные. Рубленые или как так, рубатки или... да, рубатки. И чуть-чуть. Вот вчера тоже на ужин готовили. И чуть-чуть я скажу вам, что острые котлеты. Ну, мне слишком острые не нравятся. И вот яйца и сыр. Сыр поплавленный. Сейчас не буду уж точно. Вот. Яйца и котлеты с картошкой. Там в термосе кипяток, я чай скипятил там и сразу налил в термос. Я так и знал, что все равно на кирпичи в чайнике так чуть-чуть подостынет. А в термосе уже 100% там горячая вода у меня. И вот покушаю, чай попью и схожу. Вот я и говорил, что буду выбирать дерево. Там присмотрел два дерева, 2 березы там надо свалить и на топорище материал оттуда. В общем, такие планы. И после того, как я с топорищем разберусь, если дерево еще пригодное будет, и дальше будем так, дальше будем рыбу ловить. Вот мой спиннинг. И блесна. Крупные блесна я еще взял. Тоже летний вариант, но колебалку еще, балансир еще хотел взять. И, если честно, я забыл. Вчера не приготовил, а с утра как-то быстренько собрались и уехали. Потихоньку, в общем, по ходу еще буду рассказывать и показывать. Может, и если успеем, будем еще рыбачить. До 5 часов, то в принципе должны еще успеть. После 5 уже начинает темнеть. А до 5 можно еще рыбачить. Пока сидел, рассказывал. От окна идет окно, стекло однослойный, ну как бы одно стекло тут только. А верхняя избушка у меня 2 стекла. И одно стекло, и сразу чувствуется, что дует и прохладно. Еще печку закинул, пару дровишек, там угли были. И все, опять затопилось там. Еще накидаю, вообще жара будет в избушке. 3 полена закинул, нормально топится. В общем, сразу чай сделаю чуть-чуть, чтобы подостыло. Еще, чуть не забыл. Я как бы с утра говорил, что... уже когда шли, слышали это лай собаки и какая-то техника, думал, кто-то едет. Оказывается, это вообще звук, шум трактора. Там Т4, наверное, или еще какая-нибудь.
трелевочный трактор. Лес, короче, там валят. И если напрямик, я как думаю, также не больше 10 километров может. Да, как-то так, наверное, 10 километров. Может 12-13. И сегодня безветренно, и таких снегопадов не было, таких сугробов нету. И отчетливо, хорошо слышно все. Там, короче, пилят, валят, тракторами все таскают. И хорошо все слышно. Даже бензопила как работает, там вальщик валит лес, все слышно. Я думаю, кто-то на буране поднимается. Нифига, это вальщики лес валят. Но все-таки бушлат придется одеть. Дует здесь. Чуть-чуть немножко вспотел там, когда ходил. Ну, чуток. Как-то нормально сегодня. Оделся не очень. Все, чай заварили, буду обедать. Пообедали. Ну что, еда? Кушать хочешь? Иди. Сам буду тебя кормить. Муляй, айда. Самое вкусное тебя. Жадно ест, я не знаю. Как будто голодная. Что это сюда? Не украду я у тебя. Так. Я хотел еще показать. Мыши набили вот такую тропу. Вот туда в гости к нам ходят. В гости ходят. Лодка на месте. Отдыхает. Все лето ходили на нем. Сегодня, как и обещал, начали утром, когда еще собирались, пару слов сказать об УАЗике. После ремонта вот испытываем. Съездили вроде, сейчас как-то работает еще более-менее. А как дело было? Вот сейчас включаешь и там, ну, загоралась лампочка, ну, вот-вот-вот, провод двигателя. Сейчас погаснет. Вот, она погасла. А когда я ключ поворачиваю, и как бы насос работает, насос качает бензин, и эта лампочка должна была выключиться, но у меня все время горела. Горела, но на холодный двигатель, вот холодный двигатель, все равно идеально, ну, как бы с полоборота она заводилась. Но вот как двигатель нагреется, вот температура, скажем, до 70 градусов поднимется, я зажигание выключаю, двигатель глохнет, по-новому поворачиваю ключ зажигания, лампочка загорается, и все, не потухает, ну, как бы чек, или как называется, все, не гаснет, и начнешь заводить, все, УАЗик не берет. Один, второй раз, потом на газ нажимаю, четвертый раз кручу стартером, и все, кое-как набирает, там, ну, еле-еле, но двигатель заводится, но как-то неустойчиво работает. И хоть двигатель у меня температура высокая, все равно вот после того, как плохо завелся двигатель работает большими оборотами, и через некоторое время начинает потихоньку обороты сбавлять, ну, меньше обороты, ну, как
нормально потом работает. И может целый день работать так. А лампочка так и все время горит, этот чек. Горит и горит. Я, короче, взял и съездил в Сыктывкар. В Сыктывкар съездил, диагностику сделали двигателя. И причину нашли: датчик температуры. Он находится... Вон, блин. Вон. Новый датчик. Так, подожди. Вот она. Надеюсь, видно. Датчик температуры находится под этим большим патрубком от радиатора, который идет. Чтобы не забыть вот этот датчик, если на всякий пожарный, сразу, наверное, лучше взять еще один в запас. Вот отсюда еще видно. Вот этот датчик и полетел у меня. В общем, 10 минут работы у них. Датчик поменяли, 10 минут работы. Взяли по деньгам 1500 ремонт, замена этого датчика. Там, в общем, датчик 350 рублей. Потом диагностика где-то 700 с лишним или 800 рублей, наверное. И за работу еще взяли. В принципе, на мой взгляд, я не скажу, что дорого. Если можно, конечно, и самому поменять. Что там 5 минут работы. Главное знать, вот какой датчик у тебя отказал. Я помню уже после того, как я купил этот УАЗик, у меня уже второй датчик, наверное, уже полетел. Один раз где-то меняли, наверное, тот же самый датчик. Датчик температуры. Вон он. Вот. И сейчас, и после того, целый день после ремонта я ездил по городу, туда-сюда, домой обратно приехал, в гараж загнал машину, в общем, ночевал машину. На следующее утро я завожу. Один черт, такая же фигня, такая же картина. Все, думаю, нифига они там мне не сделали. Но как-то потом один-второй раз и все нормализовалось. Что-то какие-то ошибка, может, еще какая-то была. В общем, сейчас вроде работает, не знаю, сколько там будет работать. Я ремонтировался в Сыктывкаре, СТО «Подорожник». И что я могу сказать? Я даже, можно сказать, и буду, я даже и порекомендую этот СТО. Вроде как-то быстро делали, но вот пришлось 3 часа ждать мне этот датчик, пока они, этот снабженец, там, я не знаю, как имя, он долго ездил, и 3 часа его ждал, сидел там я, короче. Но все-таки отремонтировали. Сейчас вот опять уже в тайге, в лесу. Будем надеяться, и дальше будет работать. Ну, короче, УАЗик. Сколько у меня пробега? Вот пробег 45 326 километров я ездил. И что менял? Стартер менял. Вот эти датчики второй раз уже меняем. Разбирал 2 раза, наверное, коробку разбирали в это лето или в прошлом году, не помню уже. Разбирали, такой грохот был, шум, когда ехал на медленных оборотах. Оказывается, в коробке там один подшипник, не знаю какой номер, там на шарике там чуть-чуть такая трещина оказалась, отлетела кусок шарика. И этот кусок такой шум давал, что я думал уже там, в общем, а перед этим коробку у меня снимали после покупки, я не знаю, сколько проездил, тоже, но я как думаю, это же причина не в коробке была, а в обычном крестовине подшипник на кардане, но у меня разобрали, это я был в Овене, компания Овен, в этом, в Сыктывкаре, на Гаражном сейчас. И там они ремонтировали, что-то разбирали коробку, я в этом ничего не понимаю. Сказали, вот то-то, то-то,
Короче, на 8000 мне отремонтировали. Поехал. Не знаю, что там меняли. Хрен его знает. Я не механик. Вот. Вкратце рассказал, как бы сейчас обкатка у меня. Надеюсь, будет работать. Еще ремень надо подтянуть. У меня ремень чуть-чуть, когда большие обороты, вот с утра у меня свистит дорогой. Ну, в принципе, инжектор, блин, самому, вот мужики, у кого карбюратор, там что-то еще копаются, а в инжекторном надо обязательно диагностику сделать. В общем, так. Все, мы что, сейчас съездили уже, топорище уже сделали. Но материал, как бы, березу свалили, топорище там несколько штук. Потом уже дома сделаю. А сейчас уже остается еще рыбалка, и обратно уже будем возвращаться домой. Это еще у меня бумажка. Вот он, подорожник. Подорожник, и телефона нету, конечно, тут. Телефона нету, и сумма тут 5 935,96. Я думал, все, капец, такой ремонт. Один датчик поменяли. А это, оказывается, черновик. Я не знаю, что за акт. И тут вот она, мой телефон, имя и причина. Говорит, чек, не запускается на горячую двигатель. В общем, такая картина. Так что у кого УАЗик, будете в Сыктывкаре, заходите возле старого рынка. Не старого рынка, а старого павильона, автопавильона, там СТО подорожник. Мне лично понравилось, что там нормально мужики ремонтируют. Только вот с запчастями, конечно, пришлось подождать, пока привезут. Все, будем рыбачить. Айда возле избушки там. Возле избушки ждет. Так, печка топится там. Печка топится, Айда отдыхает. Сейчас на рыбалку пойдем. Здесь возле избушки сперва попробуем. Там блесной будем рыбачить. А потом уже посмотрим, если интересно станет, там может дальше поднимемся на поворот где-то. Там еще порыбачим. В общем, так. Перехожу речку. Я уже на речке вон. И осторожно так, проверяя, пешни нету. Но вроде лед толстый уже. Но все равно как-то страшновато. В принципе, лед цвет такой. О, он толстый. Я вам скажу, даже очень. У тонкого льда. Тонкий лед, он черный. А там внутри он весь белый. И вот так проверяю. Смотри. 10 сантиметров. 10 сантиметров толщина. Значит, это оттуда поверху идет вода. Все, больше шуметь, наверное, не будем. Я хочу попробовать вот здесь, возле этого берега. Здесь одна трава. Да, все нормально. Вот толстый. Вот здесь. А там уже пониже, там глубина. Все, здесь будем лунки сверлить. А потом уже будем пробовать рыбачить. В общем, по ходу тоже буду снимать, показывать. Сейчас возвращаемся за ледобуром. Немножко схотел. Так, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, 9 лунок просверлил. И сейчас я буду по этим лункам бегать, леснить, проверять там одно, второе, так-сяк.
Жалко, что балансировать не взял. Так, 9 лунок. В принципе, самое место, там уже где вот лужа, как, ну, сверху вода. Там мелко. А тут уже чуть-чуть яма начинается. И здесь трава. Трава, конец травы, и там глубина, там вообще, вот, если щука есть, то из этой ямы он должен подняться вот сюда. Что мы сейчас сделаем, поймаем его на уху, если повезет. А если нет, так другой поймает или на будущий год. Так, что за полено тут? Это полено мой штатив. Сейчас поставлю фотоаппарат на этот штатив и буду показывать, на какую блесну, на какую удочку я ловлю вообще. Такой тактикой первый раз, в принципе, рыбачу. Обычно на ельцов хожу. Когда фу, ты на так целок, ну, уйди. Иди вон туда. Там глухарь сидит, иди. Блесны, все летние, большие, крупные. Я не знаю, чем я думал. В общем, я забыл балансир. А удочка супер. Удочка, что летом, что зимой. Сейчас таких профессиональных удочек нету. Попробуем на такую. Все спонтанно. О, смотри, 2-метровая зимняя удочка. У кого может быть? Только у кома рыбака. Так. Попробуем. Уйди. Попробуем. У нас есть здесь, смотрю, не глубоко. Предпоследняя лунка. Что-то уже сколько лунок проверяли. Вот тут совсем уже мелко. И надежды как-то и не осталось. А как-то и... А я сам вошел в азарт. Что-то потянуло меня. Туда еще сходить дальше. Там на поворот, где вот показывал заяц, перебегал там через речку по льду. Может другая тактика, может другая блесна нужна, может рыбы нету, может что-то еще, какая-то помеха, но... И главное, леска моментально, ну, лед на леске получается, замерзает леска, как канат становится. А хотя летом вот у меня сосед тоже в мою избушку частенько приезжал, и он, ну, на мелкую рыбу он рыбачил, он мелочь там, плотву там, ельцов ловил. И каждый раз, говорит, тоже, ну, спиннинг тоже кидал он.
блесну. И щука, говорит, подходила вот возле избушки, на том самом месте, где вот воду набирал с утра. Вот. И так и не взяла, говорит. Там щука остался. И еще один, тоже односельчанин говорит, тоже говорит, крупная щука, всплеск такой был. В принципе, они есть, но вот сейчас еще блесну какую-нибудь другую поменяю и попробую еще пройдусь по этим лункам. И что-то вот хочется еще туда подняться. Вот здесь, наверное, метров 100 выше. И вот и осенью одного щуку, наверное, 40 сантиметров было, или я не знаю, не помню уже сколько. И во рту еще елец был. Не елец, а верхоплавка. Бадьми кыжнячка, шуща. Уклейка. Вот, уклейка во рту, и мою блесну еще взяла, в общем. Пожадничала и попалась. А вон такой порог, вот, лед. Река выше уровень была. Ну, она где-то, может, заторы ледяные были, когда лед вставал. И сейчас вот более успокоился, все уже встали на свои места, и вода обратно вот, уровень не упала, и такой порог. Из-за этого, вот, когда лед падает, ну вот наверх вот вода и поднимается. И как будто вот открыто, а там, между прочим, 2 раза толще, наверное, уже лед. Все, меняем блесну и другой блесной еще попытаюсь, пройдусь тут. Больше снимать здесь не буду. Если что-нибудь поймаю, конечно, засниму, а так одно и то же не буду снимать. И, наверное, может быть, еще вверх поднимусь. Посмотрим. Ну, у меня блесна тут все летний вариант, что летом на что ловлю. Вот воблера, вертушки. Но в основном на первый, второй номер. Мепсовские хорошие. Вот мепс. Он ловит и окуня, и щуку, и хариуса. Вот еще 4 номер. Уже краска ушла, а толку нету. Только деньги на ветер. Ни хрена на это я не поймал еще. Вот еще Blue Fox, наверное. А вот Blue Fox'овские блесны. Он тоже дорогой, но рабочий. Нормальная блесна. А сейчас я вот это поменяю. Вот сейчас я этой колебалкой играл. А сейчас поставлю вот такую блесну. Но выбора нету. Что есть, то и приходится ставить. Попробовать. Не воблера у меня с собой, блин. Балансир забыл, ё-моё. Хотел вот вчера еще, думал. Вчера еще думаю, надо приготовиться там. Если время будет, буду рыбачить. Так и получилось. Все успели там. И в поход сходили, и дела свои сделали, что надо, и на рыбалку еще время осталось. Так, попробуем. Но это еще старые блесны. Это сейчас не знаю, делает, нет, это вообще такие наборы очень старые. Там еще 70-е годы, наверное, такие наборы делали. Но в интернете там обычно ловят, тоже ничего не наживляют, там без наживки, без ничего, там дергают и попадает. Значит, если рыба есть, то он берет хоть на что. А если нету, хоть чем лови. А ты откуда? Ты откуда появилась? Возле избушки, наверное, была, да? Поздоровайся. Эда, поздоровайся. Так, ладно, сейчас этой блесной я буду сейчас рыбачить. Если ничего не поймаю, не буду снимать. То же самое, дергай и все. Идем, рыбачим. Возле этого берега еще просверлил 3 лунки. И тут еще пробовал. Здесь тоже там мелко, и здесь тоже такая яма.
Пробовал, блесной играл, там дергал, но нифига. Ни одного толчка не было, ничего. Сейчас, наверное, вверх уже не буду подниматься, а пойду вот за этот поворот. Наверное, где-то метров 400 пройду. Там еще более-менее участок хороший. Как летом я знаю, где щук там видел и рыбачил, там блесной ловил. В общем, спустимся вон туда, вниз. Сейчас Айду надо, где она? Возле избушки, наверное. Пошли, Айда, плакуна. Пошли, давай. Давай сходим. Че потом? Дома не будем же сидеть. Еще есть время, вон, пока светло. Айда, пошли, давай. Ну что я могу сказать? Вот я рыбачу, и удочка для зимней рыбалки вот чуть-чуть длинновато, но это 1,90 м. Наверное, где-то для такой рыбалки блесной, вот именно, или колебалкой, стоя, когда рыбачишь, удочка нужна не больше метра. Метр самый как раз. Уже какой-то вот темные участки, может вода наверх, может посередине пойти. Лед, в принципе, нормальный тут. Сейчас посередине. Берегда сейчас осенью все равно лед крепкий, это весной там. Ну вот только что она, видимо, вода поднимается. Вон, вода еще там. Здесь коряга, и лед сел и сломался вон тут. Вот, где вот удочка, конец удочки. Может и не видно. Вот тут она сломалась, и вода вверх поднялась. Там избушка. Тоже когда-нибудь сниму. Покажу, что за избушка. Здесь кто-то ходил. Да. Вон следы. Может, вдвоем даже. В общем, руки мерзнут. Дальше пока как только буду рыбачить, еще поснимаю. Без перчаток. И ветер сейчас чуть-чуть поднялся. Южный, но холодный, очень холодный. Сразу мерзнет руку. В общем, пока не буду снимать. Холодно. Почти дошли. Надо перейти вот этот участок на тот берег. И возле того берега и этот поворот будем блеснить, в общем. И как-то неприятно ходить по такому месту. Вот смотри, все черное, везде кругом вода. Непонятно что. Вот. Вон вода. А толщина льда как-то не могу определить. Черная весь черный. Это сантиметров 3, наверное, в принципе, тоже есть. Может толще, больше. Ну, вон тут нормально. О, здесь нормальный ништяк. Ну все, здесь хорошо. Блин, там такой участок был, вообще неприятно ходить. Осенний лед, он, в принципе, крепче весеннего, но все равно проверять как-то надо. Вот и все, вроде дошли. Здесь будем десяток лунок еще здесь сделаю и попробую. Попробую тут. А там уже будет темнеть, надо собраться обратно возвращаться. Сейчас лунки делать буду, хоть немножко согреюсь, а то руки замерзли вообще. Не широкая река у нас. Сколько там? 40 метров, наверное, ширина. 40-50. Может где-то пошире, а в некоторых местах наоборот еще уже. А летом вообще узко, мелко. Где-то десяток лунок, наверное, просверлил.
И здесь как будто какой-то знак для меня был. Такая трещина пошла. И лед оказался вообще уже... О, бля. Да. 5 сантиметров, не толще. Туда уж дальше не пойду. Если мелко, конечно, может как-то и в таких случаях можно одному еще рисковать. А я знаю эти места. Тут глубина, блин, где-то 4 метра. И одни коряги. Нет, туда не пойду. А так, в принципе, вообще, блин, так понравилось мне, вот, пока лед тонкий. Только сверли, сверли. И желательно надо на такой рыбалке двоим быть. Вдвоем легче. Один сверлит, другой блесной проверяет лунку. Устал, меняешься местами. Взял блесну, ты блесной играешь. И второй дальше лунки делает. И, наверное, я еще на этом не остановлюсь. Может, еще, пока лед не такой толстый, может, еще один раз схожу куда-нибудь поближе от села. Такой тактикой порыбачить и заодно колебалку взять еще. Так, попробуем вот сверху, наверное, вниз буду спускаться. Здесь вот более-менее потолще лед, да? Там, блин, я не знаю почему. И вроде течение тут одинаковое, и наоборот, даже там течение меньше. Здесь равномерно так течет вода. Глубоко тут, вот наполовину. Там песок с левой стороны. А тут вот на повороте, там вообще страшная глубина. Вот ниже избушки. Там глубоко. Места там, конечно, нормально так, если рыбу половить. А здесь тоже вот наполовину мелко, и с этой стороны, с левой стороны, вот если отсюда смотреть, тоже глубина, и до поворота там равномерно, одинаково так идет. Можно, в принципе, чуть ниже спуститься, там еще порыбачить и напрямик по дороге до избушки подняться. Сейчас посмотрим. Мне так хочется еще больше и больше. Интересно. Вот хоть не ловится, но интересно так. С одной стороны, вот когда сверлишь, ходишь, ищешь там, и не холодно тебе, а когда вот сидишь там в одном месте, когда вот ельцев ловишь, там палаткой сидишь, если без свечки или без горелки, там сразу одубеешь. Хоть ты как одевайся, все равно холод там, блин, ну холодно становится, руки мерзнут или еще. А так вот ты ходишь, и погода супер сегодня, без ветра там. Вообще классно. Вот. Главное, чтобы рыба попалась. Вообще интересно будет. А пока ни хрена не ловится. И на елке не растет кокос. Так. Рыбачим. И будем думать дальше, что делать. Или вниз спуститься, или обратно к избушке. Пробую уже третий блесну. Он это тоже вот желтый мипс. Обычно летом хорошо берет на него. А сейчас зимой нифига. Наверное, чуть-чуть, может, поменьше надо блесна. Но все равно потяжелее. Вот сейчас, вот в этом месте, я думал, течения нет, но течение приличное даже. Даже уносит эту блесну. Он тяжелый и все равно уносит. Из-за этого, наверное, здесь лед потоньше. Батарейка уже разряжается. Еще вот здесь я прыгаю, и все шатается, как-то волны идут, лунки там. Опа. О, блин, я думал, рыба. Коряга, оказывается. Ай, такой рывок был, и ничего себе. Как-то и ничего не успел сделать. Только слюну проглотил.
Нормально. Там, наверное, бревно целое лежит. Вот сучья или корень от этого бревна. Дерево, наверное, там. По дну я бью. Вот здесь уже чуть-чуть как будто течение. В общем, коряга вот там. Начал снимать, и батарейка вообще разряжается. Запас. Я на избушке. Сейчас буду греть фотоаппарат, аккумуляторы. Может, что-то еще удастся рассказать, заснять, что там было у меня на рыбалке. Вот в каком состоянии сейчас. Вон сколько лунок я сделал на том берегу. Рыбачил, пробовал. И здесь сколько я натоптал, тут тоже рыбачил. В общем, такие дела. Сейчас буду греться. Греться и аккумулятор буду греть. Может, еще поснимаю. На печке фотоаппарат подержал. Аккумулятор немножко зарядка появилась опять. В общем, там я пока рыбачил. Там Айда несколько раз на берег поднималась. Что, думаю, бегает? Оказывается, там были два рябчика. И не свистели там, они скромно сидели, оказывается. Наверное, ели почки или вообще там елкой, может, елкой они как-то сидели. И потом я тоже услышал их, такое пиканье такое. И, в общем, улетели куда-то. Улетели и летят. Тоже Айда даже звук не издала, ну, вообще без лая, без ничего, так все прошло. Рыбачили, ничего не поймали. И вот плюсы и минусы. И еще пару слов. Так. Конечно, это летняя удочка 2 метра, 1,90 м. Она для такой рыбалки, для колебалки чуть-чуть длинноватая. Не чуть-чуть, а можно сказать длинноватая. И где-то, наверное, для такой рыбалки метр длиной надо, удочка чтобы была. И еще вот так поднимаешь, и сейчас уже мороз, и на леску все время лед получается на леске. И вот длинная удочка, и чтобы лед убрать, надо все на себе удочку тащить. А если метровая удочка, там шарк и леска чистая опять. И еще надо колебалки на будущее. Зимние колебалки какие-нибудь. Настоящие рыболовные, зимние. Сантиметров 7, наверное. И потяжелее. Я вот это тоже заметил. Если она легкая будет, течение уносит. И может возле льда там будет болтаться. Но тяжелая надо, чтобы сразу вниз спускалась. А так нормально. Вот такой поход получился у меня сегодня. Рыбалка и просто прогулка. Все вместе, все в одном, в одну кучу. Но дальше уже снимать, наверное, сегодня не буду. Сейчас уже буду собраться. Все вещи соберу. Из чайника, из ведра воду выльем. Пол подметем. Дрова уже поколены, там колотые дрова есть на затопку. Матрас висит, все в порядке, короче. Все есть. Сейчас, может, дальше снегопад будет. И снег быстро будет прибавляться. Может и за сутки там навалить, там без лыж уже, может, и не пройдешь, не пойдешь. Может, в следующий раз уже приедем на Буране. Или просто пешком. Не знаю, заранее ничего не могу сказать. А что будет дальше, вам надо также подписаться и следить за обновлениями. Будем дальше мы снимать. Уже дальше пойдут зимние походы. В глубокую зиму, конечно, и в морозные дни ходить не будем, а посмотрим. Время покажет. Сколько свободного времени будет, столько и походов будет.
А сейчас на сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь и ставьте лайки. Я буду чай пить и поедем домой.